Чечня. Казалось, еще недавно название этого российского региона ассоциировалось со словом «война» и вызывало животный страх. И вроде бы сейчас там строят дороги, возводят небоскребы и пышно празднуют День города. Но означает ли это внешнее благоустройство порядок на самом деле? На днях с мертвой точки сдвинулся первый процесс, где федеральные следователи объединились с местными, чтобы разобраться в ошибках неспокойного прошлого. Когда войны как будто уже и не было, но убийства и похищения продолжались. Впервые обе стороны готовы рассказать об этом публично. Николай Ковальков отправился в Грозный и собрал документальные свидетельства, после которых в этой дикой войне, наконец, можно будет поставить точку. За окном внедорожника осенний лес, не Чечни, центральной России. Где точнее, мы уже не узнаем. Так будет спокойнее не только нашим героям, но и нам самим. Камеру выключаем, сотовые телефоны тоже. Мы снимаем повязки уже в комнате. В этом доме прячут семью Ислама Умарпашаева, чеченца, которого похитили, пытали и хотели убить сотрудники чеченской милиции. Он был там написан, подвал они предоставили меня вот. Это было какой-то частный дом среди базы ОМОНа. Приковывали на батарее, и потом, короче, сидел. 4 месяца? Да, около 4 месяца. Как рассказывает Игорь Каляпин, председатель Нижегородского комитета против пыток, в послевоенной Чечне полицейские похищают больше сотни людей каждый год. Это мой сын Ибрагимов Сайцаля. Пропал 21 октября 2009 году. Это мой сын Зайналов Апти. Был похищен в 2009 году, 28 июня. И они его волокли сюда и туда. Я, когда кричал здесь, он мне пистолетом, значит, в рот сунул. Расследование таких дел годами не движутся с места, а родственники боятся давать показания. Но дело Умарпашаева стоит особняком. Во-первых, жертва жива, во-вторых, готова довести дело до суда. Умарпашаев прекрасно понимает, что на него идет охота. Умарпашаев прекрасно понимает, что его могут убить. И тем не менее, это вот человек, который уперся, который говорит: пусть меня убьют, я хочу, чтобы у этих людей наконец возникли проблемы. Первый раз обычный чеченский парень Ислам Умарпашаев познакомился с милицией 3 года назад. Просто сел не в ту машину. Люди попросили там, чтобы их отвезти куда-то, ну, за деньги там, просто как такси. У меня друг там работал в такси, а я с ним поехал. Они что-то натворили, то есть на результат, короче, поймали и пытали 3 сутки и посадили, короче. 208-ю статью Уголовного кодекса «Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем» в Чечне применяют так же часто, как в остальной России мелкое хулиганство. Умарпашаеву дали 7 месяцев. Такие мягкие приговоры тоже выносят нередко, когда даже судья понимает, что дело сфабриковано. Зато шрамы на спине остались на всю жизнь. Отомстить обидчикам он решил в интернет-чате. Про милицию было там, что просто они, когда меня провоцировали, что-то говорили, там, мы убьем тебя, то это там грязные слова говорили. Я тоже им говорю, я тоже мужчина. Они зашли под угрозой применения оружия, если кто-нибудь даже шевельнется. Одни были в черной форме, другие были в пятнистой форме. Сначала Ислама привезли в здание Октябрьского РУВД в Грозном, оттуда на базу ОМОНа. А там стали снова выбивать информацию о бандподполье. Первые дни пытали, а после там через месяц примерно ударили, короче, в виску здесь с арматуром, короче, по имени, там, по позывной Швейд. Приковываете там наручником, батарею в подвал. И, короче говоря, 220 вольт, там, пытайте его там током, он все расскажет, короче. Нечего было рассказать. Электричество здесь применяется достаточно часто. Она вообще считается одной из самых страшных пыток. Эту пытку нельзя долго переносить, так же, как пытку удушения. Когда это случилось, в Грозном только обкатывалась новая форма работы правозащитников – сводная мобильная группа. После убийства Натальи Стемировой правозащитники практически свернули свою деятельность в Чечне. И вместо этого Каляпин предложил организовать работу вахтовым методом – брать только мужчин, не чеченцев, юристов или журналистов, и на месяц отправлять в Грозный. Здесь им сняли квартиру, где они все время находятся под наблюдением видеокамер. Подводная лодка. Подводная лодка, да. Помещение, 3 кубрика. На улицу выходят только вместе. В кармане у каждого черные ящики, постоянно включенные диктофоны. К такой группе и обратились родители Ислама.
Мы, в общем, имеем информацию и представляем себе, что обычно происходит с такими задержанными. Их обычно через некоторое время находят убитыми в качестве уничтоженных боевиков. Выяснив, что ни с каким бандподпольем ислам не связан, его стали готовить на результат. На полицейском новоязе это значит, перестали избивать, раз в неделю водили мыться и даже сносно кормили. Только бороду и волосы сбривать не давали, чтобы стал похож на боевика. Начальник штаба ОМОНа по имени Аслан, он лично мне сказал: тебе мы, короче, сейчас отрастем там волосы и бороду, и ждет тебе там блиндаж, короче. Уже приближалось там 9 мая, короче, через месяц. 9 мая – это годовщина гибели Ахмата Кадырова. К этой дате труп ислама и должны были привезти с фальшивой зачистки. По сигналам мобильника Умар Пашаева выяснилось, что он находится на базе ОМОН. Группа Каляпина тут же обратилась в Страсбург. Мы сделали ситуацию с его похищением достаточно громкой, что делало неудобным, невозможным, некрасивым последующее обнаружение его в качестве боевика. И ислама действительно выпустили за месяц до 9 мая. На базу ОМОН приехал сотрудник Октябрьского РОВД некто Анзор Дышнеев и практически взял с него клятву, что если он будет освобожден, то он всем будет говорить, что он все эти 4 месяца находился где-то у родственников в Подмосковье. Смотри, слышь? Чего? Мы друг другу предельно доверяем. Конечно, да. Я очень дипломатичный, очень обтекаемый человек, за определенного момента. Потом меня принял. Историю ислама Дышнеев запомнил по-своему. Говорит, что Умар Пашаевы все это придумали, чтобы получить убежище в Норвегии. Через 10-15 минут, как его со двора забрали, его уже отпустили. То есть его привезли... Никуда его не привезли. Приехали машины, его забрали. И через 10-15 минут они его отпустили. Он воспользовался этим. Его отец, по-моему, давным-давно не отпускал. Он куда-то просился заработать туда-сюда. Я молодой хочу. Его отец не отпускал. Он этой ситуацией воспользовался и свалил. Потом сам вот сюда пришел. Каляпин быстро вывез Умар Пашаевых из Грозного, но не в Норвегию, а в тот самый секретный дом в Центральной России. Сначала дело о похищении досталось местному следователю Гаирбекову. Первое, что ему нужно было сделать – взять показания с ОМОНовцев. Но на этом расследование и остановилось. Он говорил, что мне здесь жить, меня изобьют, меня могут убить. Это говорил человек в звании полковника, следователь по особо важным делам Следственного комитета республики. На этом все и должно было остановиться навсегда. Но неожиданно для всех заурядное дело передали на федеральный уровень. Старшему следователю по особо важным делам Соболю. Тому самому, который расследует дело об убийстве Истемировой. Здесь такие обычаи, да? Если ты дал показания, а потом на основании этих показаний кого-то осудили, к тебе приходят родственники, старики приходят и делают тебе, предъявляют тебе претензии. Подожди, из-за тебя сел мой родственник. Там у него виноват, он не виноват. Из-за тебя он сел, он сидит. Человека, родственника могут убить, могут потребовать деньги, компенсацию. Вместе с новым следователем вчерашний пленник снова отправился на базу ОМОНа. Это здание, которое меня задержали и в подвале задержали. Комната вот эта, да? Да. Значит, без номера кирпичное здание, красного кирпича. Снимите его так со всех сторон. Потерпевший говорит, что вы были там, где его содержали. Я его первый раз здесь вижу. В тот день на базе оказался всего один ОМОНовец. Остальных пришлось вызывать через суд. Но 4 вполне рядовых сотрудника ОМОНа легко проигнорировали очную ставку следователя по особо важным делам. Это, можно сказать, особенность расследования дел в Чеченской Республике. Вот. Проблемы с явками особенно здесь остро стоят. Зато теперь факт того, что полиция прячется от процесса, признан официально. Эти похищения происходят в считанные минуты, а бюрократия в их расследованиях сложнее, чем в Страсбурге. И еще, в Страсбурге спокойней. Уже даже выработалась даже привычка, пешком идешь, и так смотришь, как будто ты на машине едешь, в заднее зеркало вот смотришь.
Листовки, предупреждающие о том, что в соседях у местных жителей якобы пособники террористов, появились в одном из поселков Борского района. Население всерьез обеспокоено. Пока расследование делало свои первые неуверенные шаги, место, где прятали Умар Пашаевых, уже успели рассекретить. Камеры наблюдения сняли странную машину, из которой кто-то выбрасывает листовки. Кто внутри, остается только догадываться. Ну вот посмотрите вот на образчики фашистского интеллекта. Сдавайтесь маленькими группами, что ли. Семью пришлось срочно перепрятывать. Ведь теперь все знают, в соседнем доме скрывается опасный террорист. И разве кому-то объяснишь, как все было на самом деле? Николай Ковальков, Александр Бурячко, Центральное телевидение.